Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами Наташа Мозговая. Главное в программе. Пресс-конференция Владимира Путина о шкуре медведя, импорте иномарок и американской угрозе. Новая эра в отношениях между США и Кубой. Голоса за и против. Россияне откладывают поездки за границу до лучших времен. Сначала, как всегда, новости из Праги. Сергей? Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Рост ВВП, сокращение безработицы, превышение рождаемости над смертностью. С рассказа о победах современной России Владимир Путин начинает сегодня свою большую пресс-конференцию в Москве. Действия правительства и Центробанка относительно рубля он называет адекватными. Потом будут, цитата, «карательные операции украинской власти на Донбассе», этимология слов «пятая колонна» и ремарка Пескову после вопроса Собчак «Зачем ты дал ей слово?». Главные тезисы президента моя коллега Шахида Якуб обсудила с политическим обозревателем Михаилом Соколовым. С нами на связи из Москвы журналист «Радио Свобода» Михаил Соколов. Михаил, вы внимательно слушали пресс-конференцию Владимира Владимировича Путина. И давайте начнем с первого, самого главного, злободневного, это с рубля. Владимир Путин дал рублю 2 года, чтобы исправиться, привести себя в порядок и стабилизироваться. Рост мировой экономики будет сохраняться. Темпы снижаются, но рост точно будет сохраняться. Экономика будет расти. И наша экономика выйдет из сегодняшней ситуации. Сколько на это потребуется времени? При самом неблагоприятном стечении обстоятельств, я думаю, что 2 года. Ну, я думаю, что все, что говорил Владимир Путин по вопросам экономики, демонстрирует такой несколько устаревший его подход. Дело в том, что он ориентируется на кризис 2008-2009 года и считает, что теми же методами можно из него выйти. На это, в общем-то, не стоит рассчитывать, поскольку тогда не было ситуации с санкциями, тогда кризис был везде, а теперь кризис в основном в России. И России надо выпутываться из той ситуации, в которую она попала, из-за политических решений Владимира Путина. Что касается рубля, то Путин считает, что правительство и Центробанк действуют адекватно. В этом смысле он скорее прав, по крайней мере, в оценке действий Центрального банка. Он говорит о том, что можно было бы действовать чуть-чуть быстрее. И забавный такой момент, стоило ему сказать фразу, что не надо палить резервы, как на бирже курс развернулся, и рубль снова стал падать, хотя еще с утра к выступлению Путина, в общем, он немножко укреплялся. Рубль находится в прямой зависимости от состояния Владимира Путина, как кажется, и абсолютно правы. Центробанк, скорее всего, не может принимать самостоятельно свои решения, ждет, когда их сначала примет Владимир Путин, а потом уже они это озвучат. Кстати, вы сказали о санкциях, о резервах и о том, что такое ощущение, что Путин находится в абсолютном отрыве, он не представляет себе, что такое санкции. Зато он упомянул поросят, медведей. Мне самому иногда приходит в голову мысль. Может быть, Мишке нашему надо посидеть спокойненько, так? Не гонять поросят и подсвинок по тайге, а питаться ягодками, метком. Может, его в покое оставят? Не оставят. Потому что будут всегда стремиться к тому, чтобы посадить его на цепь. А как только удастся посадить на цепь, вырвут и зубы, и когти. Ну, это такая вот уже стандартная, стабильная игра на пост таких советских штампах, возвращение к истории, так сказать, всеобщей угрозы Советскому Союзу, теперь России. Но и все-таки я бы сказал, что это еще заслуга журналистов или людей, которых я бы назвал представителями средств массовой пропаганды. Вот этот президентский пул, так называемый, который получил, наверное, половину вопросов на конференции и играл по сценарию с пресс-секретарем Песковым. Эти региональные журналисты, которые не понимают, какое счастье им выпало и как они могли бы себя проявить, но они говорят о каком-то квасе, о каких-то женитьбах Путина, о какой-то фантастической ерунде, думая, что это им позволит как-то проявить себя, так сказать, в масс-медиа. В общем, скорее всего, Михаил, том, что... именно эти журналисты, по мнению Владимира Владимировича, являются настоящими патриотами России, так как он сегодня достаточно четко дал определение пятой колонне. Оппозиционер даже очень жесткий. Он в конечном итоге до конца борется за интересы своей родины. А пятая колонна – это так
это те люди, которые исполняют то, что продиктовано интересами другого государства, и их используют в качестве инструмента для достижения чуждых нам политических целей. Пятая колонна – это, с его точки зрения, так называемые внешние силы, то есть те, кто не поддерживает его достаточно серьезно. Не случайно Путин дал свою трактовку образа русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Вот он писал оппозиционные стихи, и даже на просьбу написать их помягче сделал их покруче. Но Лермонтов был офицер, воевал на Кавказе, смело воевал. То есть смысл такой, что настоящий оппозиционер, он, конечно, может стишки про царя написать. Но он поедет критические. Он поедет воевать в Донбасс добровольцем. Ну, я не знаю, в Чечню, на Кавказ. В общем, по пути Лермонтова будет смело рубить врагов России. При этом, может быть, критикуя власть. Вот так понимает Владимир Путин оппозицию. Большое спасибо, Михаил. С нами разговаривал Михаил Соколов, журналист «Радио Свободы» из Москвы. Неприятный инцидент произошел до пресс-конференции президента. Полиция задержала 19 активистов, которые шли в зал задавать вопросы. Сейчас все они освобождены, сообщают наши коллеги в Москве. Полицейские взяли задержанных объяснительные, в которых те написали, что отказываются давать какие-либо пояснения. Были ли аккредитованы активисты на пресс-конференцию, неизвестно. Это «Настоящее время», и далее у нас эфир из Соединенных Штатов. Взгляд из Вашингтона на сказанное сегодня Владимиром Путиным. Наташа. На пресс-конференции Владимир Путин в очередной раз обвинил НАТО в экспансии на восток. Цитата: «Наши партнеры не остановились, они решили, что они теперь империя, а все остальные вассалы, и нужно дожимать». Между тем, большинство экспертов, западных экспертов, сходятся во мнении, что кризис и падение рубля – это прежде всего следствие действий самих российских властей и их ошибочных решений в сфере экономики. Комментарий Леона Арона, директора исследований России в Американском институте предпринимательства. Сейчас мы пожинаем плоды. Это, кстати, если вы вспомните, ведь это все началось в конце 2013 года. Уже в конце 2013 года было ясно. Вы вспомните, как Россия выходила из кризиса. 2010 год 4%, 2011 3%, 2%. И потом говорили, что вот в 2013 году они еле-еле, значит, вышли на позитивный рост. И все говорили, что в 2014, я был в январе этого года на Гайдаровском форуме, и Ксения Юдаева совершенно явно говорила, что, наверное, будет рецессия. То есть до Украины, до Крыма, до санкций было совершенно ясно, куда все идет. Понимаете? Да, сейчас наслоились санкции, сейчас наслоилась дешевая нефть, но это все результат кардинального выбора, который сделало правительство, АИ Владимир Владимирович Путин, при выходе из кризиса 2009 года. А вот как проанализировала причины сегодняшней экономической ситуации в России помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд. Российская экономика имеет глубокие связи с экономикой глобальной. Это создает и возможности, и делает уязвимыми авторитарные режимы. Понимали ли те, кто принимал в России решения последний год, их зависимость от репутации? Например, если вы раз за разом нарушаете международное законодательство, это бьет по инвестиционному климату, не говоря о тех ограничениях, которые уже существовали и крепли внутри российской экономики. С одной стороны, были наши санкции, с другой — замораживающий эффект из-за этой неуверенности. Но самый большой вопрос — это значительные ошибки в управлении экономикой за 10 с лишним лет, когда российскую экономику не диверсифицировали и не убрали зависимость от углеводородов. Теперь это все свалилось на россиян вместе с обесцениванием рубля, дикой инфляцией, повышением кредитных ставок. Вопрос — начнется ли в России после этого разговор о том курсе, на котором находится страна, о том факте, что Кремль предпочел похождение в Украине благополучию российского народа? Самое значительное изменение политики США за 50 лет. Так президент Барак Обама охарактеризовал решение о начале нормализации отношений с Кубой. Заявление было сделано на фоне обмена заключенными между Вашингтоном и Гаваной. При этом республиканцы, некоторые демократы, восприняли решение о смене политического курса в штыки. Кубино-американская община в Майами активно обсуждает заявление президента Обамы об изменении политики США в отношении Кубы.
Эти перемены предполагают создание больших возможностей для американского и кубинского народов и начало новой главы в отношениях между государствами обеих Америк. Некоторые из тех, кто бежал в США от режима Фиделя Кастро, поддерживают политику изоляции этой коммунистической страны через санкции и запрет на туристический обмен, даже невзирая на то, что многие семьи оказались разделенными и не имеют возможности видеться друг с другом. Это предательство памяти более 50 тысяч убитых режимом Кастро. Это предательство Кубы. Но мы больше не волнуемся по поводу Кубы, мы волнуемся за США. Другие давно мечтают о нормализации связей между своей новой родиной и страной, где они родились. Я поддерживаю установление отношений между Кубой и США, чтобы страны узнали друг друга. Решение президента Обамы горячо поддержал Алан Гросс, который в среду был освобожден из тюремного заключения на Кубе, где он провел 5 лет. По словам Гросса, кубинский народ не заслуживает остракизма. Кубинцы, большинство из них, очень добрые, щедрые, талантливые люди. Мне больно смотреть на несправедливые к ним отношения как следствие взаимно враждебной политики двух государств. Некоторые жители Гаваны с радостью встретили освобождение 3 кубинцев, осужденных за шпионаж в США. Это очень позитивный знак, что 3 героя, которые были пленными империи, вернулись на Кубу. Президент Кубы Рауль Кастро заявил, что Обама может пойти дальше. Экономическая, коммерческая и финансовая блокада нашей страны, которая спровоцировала неимоверные человеческие и экономические страдания, должна прекратиться. Несмотря на то, что эти меры стали законом, президент США может изменить способ их применения, используя свои исполнительные полномочия. Не все приветствовали этот шаг Обамы. Сенатор от штата Флорида, американец кубинского происхождения Марко Рубио, выступает категорически против любого потепления в отношениях с Гаваной. Это даст режиму Кастро, который контролирует все аспекты жизни на Кубе, возможность манипулировать этими переменами для того, чтобы закрепить за собой власть. Тем не менее, поздравления начали поступать практически сразу после заявления Обамы, в том числе от Венесуэлы и Ватикана. С тех пор, как в 2011 году президент США возобновил ограниченный туристический обмен, Кубу посетили сотни тысяч американцев. Теперь, в связи с новой политикой, США в ближайшие месяцы планируют вновь открыть посольство в Гаване и значительно ослабить запреты на поездки и торговлю. Сергей, мы снова передаем слово вам. Слабый рубль делает слабее трудовых мигрантов из Средней Азии. Они сократили денежные переводы на родину, большинство переводов в долларах, а с таким курсом любые банковские операции стали невыгодны. О том, как складывается судьба рабочих и их семей в нынешних непростых условиях, наши коллеги Зарангис Навруша и Том Балфорд. Это деревня Элоки. Она расположена в 2 часах езды к западу от таджикской столицы Душанбе. Здесь подавляющая бедность. В этом селе у многих женщин сыновья работают в России. Рубль обесценивается, и они жалуются, что их дети не могут послать деньги домой. В доме Мутабар живут 3 поколения. Бабушка с дедушкой, дети, внуки, всего 11 человек. Живут довольно тесно. Они хотят построить рядом новый дом, но деньги, которые отправлял сын из Москвы, закончились, и работа остановилась. Семья ужинает в комнате бабушки и дедушки. Это единственное помещение, которое отапливается. Когда доллар поднялся, российский рубль начал падать. Мы хотим сына женить, и ему надо где-то жить, но эта ситуация все усложнила. Почти 3000 километрах отсюда Москва стала магнитом для трудовых мигрантов из Центральной Азии. Среди них 24-летний Саади, старший сын Мутабар. Саади торгует на базаре на окраине города. Он находится здесь уже 4 года. Сейчас каждый рубль, который он получает, стоит меньше, чем это было раньше. После работы Саади направляется в банк, чтобы проверить, не улучшился ли обменный курс, чтобы он мог отправить деньги домой. Этот ежедневный поход заканчивается разочарованием. Я пришел, чтобы отправить деньги домой. Я передумал. Я даже не знаю, что делать. Для семьи Саади это, конечно, была плохая новость. Без денег из Москвы нет надежды построить новый дом. Жизнь тяжелая, и семье придется сильно экономить, чтобы выжить.
Пока весь мир в канун рождественских и новогодних праздников готовится к путешествиям, многие россияне вынуждены расставаться с мечтой о поездках. Из-за падения курса рубля заграничные туры становятся не по карману даже тем, для кого раньше они были не проблемой. Репортаж Рейтер, Мария Яблонская. До рождественских и новогодних праздников остаются считанные дни. Весь мир готовится к лихорадке путешествий. Кто-то собирается в отпуск, кто-то навещает друзей и родственников, пользуясь выходными. Часть россиян привыкла проводить длинные новогодние каникулы за границей. Но в этом году многим придется остаться дома. Из-за падения курса рубля поездки стали непомерно дорогими. Это достаточно серьезный повод задуматься, а стоит ли ехать отдыхать, когда такой курс. Многие сейчас ожидают резкого подорожания продуктов и дальнейшего падения рубля. Мы ждем успокоения курса, успокоения рынка и, главное, спокойствия со стороны потребителей, потому что они уже боятся туроператоров и немножко боятся тратить деньги, потому что вдруг они потребуются в ближайшие пару месяцев на то, чтобы просто выжить. Денис Задатушка – один из тех счастливчиков, кто оплатил поездку на горнолыжный курорт в Австрию заранее. Но когда и куда он поедет в следующий раз при таких ценах, Денис пока не знает. Выжидаем, а планировать будем где-то после январских праздников. Посмотрим, куда все это двинется, в какую сторону изменится, значит, наша экономическая политика. Отрасль оказалась под ударом еще до кризиса. С лета о банкротстве объявили 10 крупных операторов, оставив за границей тысячи беспомощных туристов. Теперь, помимо недоверия к турфирмам, многие испытывают большие сомнения в будущем национальной валюты и в стабильности экономики. Ну и вот как на пике рубля отреагировали россияне, которые в эти дни находятся за границей и выехали из страны еще по старым ценам. Наш корреспондент провел опрос на улицах Праги. Рубль теряет свою ценность. Вот. Это грустно. Мы надеемся, что все станет на свои места. Но что касается этой ситуации, да, думаю, что она вредит всем, потому что это ощущает и Европа. Значительно снизился поток туристов сюда, российских. Курс очень высокий, и мы работающие люди, но надо будет корректировать, конечно, поездки. В чем-то сократить свои желания, куда-то не поехать. Конечно, тяжело будет, тяжело. Будем путешествовать по России, где курс рубля не меняется. Будем корректировать, скорее всего, да, будем мы меньше. надеемся, что это ненадолго, потому что мы понимаем, что это все политические вопросы, и долго это не продлится. И сейчас давление на курс рубля оказывает именно политический момент, то есть это действие и Америки, вот, это и снижение нефти, поэтому мы думаем, что скоро все нормализуется. И вновь время передавать слово в Вашингтон. Готовы ли США начать поставки сланцевого газа в Европу? Ответ на вопрос искали наши коллеги. Да, Сергей, вопрос сложный. В дискуссии о необходимости ослабить зависимость Европы от российских энергоносителей, в общем, большие надежды возлагаются на поставки сжиженного газа, в том числе из США. Мысль, в принципе, логичная. Добыча сланцевого газа в США увеличивается. Но вот метод добычи газа, фрекинг или гидроразрыв, вызывает критику как со стороны экологов, так и многих жителей в районах, где его применяют. Администрация штата Нью-Йорк даже объявила о планах запретить на своей территории добычу газа этим способом. С нами на связи из Нью-Йорка наш корреспондент Михаил Гудкин. Миша, повлияет ли этот запрет на планы США наладить экспорт сжиженного газа в Европу? Добрый день, Наташа. На этот вопрос пока что достаточно трудно дать ответ. Нью-Йорк стал вторым штатом, где был принят такой запрет. Первым был штат Вермонт. Такие меры там были одобрены еще несколько лет назад, но в Вермонте нет источников сланцевого газа, поэтому Нью-Йорк практически стал первым штатом, где принято такое решение. Причем, объявляя о запрете на добычу природного газа методом гидроразрыва, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сослался на мнение экспертов, которые в течение нескольких лет изучали последствия такого метода добычи природного газа для здоровья населения и для экологии. И эксперты пришли к выводу, что у них нет достаточных данных для того, чтобы с уверенностью сказать, что это полностью безопасно. Но так или иначе, Министерство энергетики США предполагает, что добыча
сланцевого газа в Америке будет продолжать расти до 2040 года. И уже в следующем году США готовы будут начать экспорт сжиженного газа. Правда, первые партии пойдут не в Европу, а в Южную Корею и в Японию. Наташа. Миша, были сообщения о том, что Россия финансирует некоторые экологические организации на Западе, которые выступали против добычи сланцевого газа. Это имеет отношение к США? Да, такие сообщения действительно поступают время от времени, и в Соединенных Штатах тоже высказываются такие предположения, хотя ни в Европе, ни в США никаких доказательств того, что за протестами против фрекинга стоит Владимир Путин, пока никто не сумел предоставить. Я могу сказать, что в штате Нью-Йорк оппозиция достаточно сильна. Здесь, в частности, Йоко Оно и ее сын Шон Леннон основали коалицию артистов и музыкантов против фрекинга, к которой присоединились Пол Маккартни, Леди Гага, Алек Болдуин и другие артисты. Но дело даже не в артистах. Я могу сказать из личного опыта, что я довольно часто бываю вот в штате Нью-Йорк, в тех местах, где предполагалось начать добычу сланцевого газа. И я знаю, что многие местные жители категорически против этого. И могу с достаточной долей уверенности сказать вам, что среди них достаточно мало поклонников Владимира Путина или тем более наймитов путинского режима. То есть протесты настоящие. Спасибо, Миша. Это был Михаил Гудкин, наш корреспондент в Нью-Йорке. В Беларуси вышел на свободу очередной политзаключенный. Сергей? Да, действительно, освободили Эдуарда Лобова. Он провел за решеткой 4 года по статье «Особо злостное хулиганство», сообщает ресурс «Хартия-97». У стен колонии Волчьи Норы в Брестской области его встречали родственники, друзья и журналисты. Активиста Молодого фронта задержали в Минске 18 декабря 2010 года за день до президентских выборов. Уже 19 числа вечером на центральной площади Минска вышли тысячи белорусов высказать свое несогласие с предварительными результатами выборов и ходом голосования. Тем временем помощник госсекретаря США по правам человека Том Малиновский в интервью нашей программе заявляет, что несмотря на санкции в отношении Беларуси, Соединенные Штаты готовы идти на диалог с Минском, если будет улучшение ситуации с правами человека. Мы открыты к диалогу с правительством Беларуси. Мы готовы развивать наши отношения, но должен напомнить вам о все еще действующем режиме санкций, введенных против правительства Беларуси из-за нарушений прав человека в этой стране. И санкции будут действовать до тех пор, пока мы не увидим улучшения. Я не понимаю, кто захочет стать союзником Путина и его падающего рубля, но у Беларуси сейчас появилась прекрасная возможность улучшить отношения с США, и, честно говоря, правительство Беларуси стремится к этому. И на вопрос о том, что именно делают США для освобождения заключенных под стражу 50 азербайджанских активистов, в том числе и журналистки Хадиджи Исмайловой, Том Малиновский ответил, упомянув о сигналах Вашингтона Баку. Мы очень четко дали понять правительству Азербайджана, что мы хотим освобождения этих людей, в том числе и журналисты Радио Свободы. И в настоящее время ведутся серьезные переговоры об этом на всех уровнях. Они знают нашу позицию по этому вопросу. Они прекрасно осознают, что те отношения, которые были между Азербайджаном и США раньше, сильно пострадали в результате репрессий гражданского общества в этой стране. Честно говоря, мы этого не понимаем. Это программа «Настоящее время». Смотрите далее. Вскоре начинается суд над обвиняемым в организации бостонских терактов. Ждем подробностей. Наташа. Сегодня в Федеральном суде Бостона проходит последнее заседание перед формальным началом процесса. Впервые с июля 2013 года в зале суда присутствует сам Джохар Царнаев, обвиняемый в организации и совершении взрывов на финишной черте бостонского марафона в апреле 2013 года. Наш корреспондент Фатима Атлисова передает из Бостона. Появление Джохара Царнаева в суде происходит на фоне продолжающихся горячих дискуссий между защитой и обвинением по поводу отбора кандидатов в присяжные, места проведения суда и обмена рядом документов по этому делу. Защита продолжает настаивать на переносе суда из Бостона, обосновывая это настроениями в обществе, где столько людей пострадало от взрывов и где раны и боль еще так свежи. Эти и другие факторы, утверждают адвокаты, могут повлиять на позицию присяжных при вынесении приговора. Обвинение и суд продолжают добиваться
добиваться от защитников предоставления списка свидетелей, однако пока безрезультатно. Отбор присяжных начнется 5 января. Этот день считается датой формального начала процесса, который, несомненно, привлечет огромное внимание американского общества. Существует, однако, информация о том, что стороны рассматривают возможность достижения соглашения, которое позволит избежать судебного процесса. Условия такие. Джохар Цернаев признает себя виновным в предъявленных ему обвинениях. Взамен государство гарантирует ему пожизненное заключение без права обжалования. Такой вариант позволяет Цернаеву избежать смертной казни, о высокой вероятности которой в Бостоне говорят очень многие. Однако мы не знаем, смогут ли стороны договориться и насколько сам Джохар Цернаев желает быть частью такого соглашения. Между тем, из общения с близкими Цернаевых известно, что условия его содержания смягчены. Ему разрешены посещения, причем не только адвокатов, но и родных. Мы знаем, что Цернаева посетили обе его сестры. Он также общается по телефону с родителями Зубидой и Анзором Цернаевыми, которые находятся в Махачкале. Во время своего последнего появления в суде до начала процесса Цернаев знакомится с процедурными подробностями. Сепаратисты? Ополченцы. Агитация и пропаганда. Человек. Государство. Эмбарго на поставки. Покупайте свое и усвоите. Порядок. Как разобраться? Все события дня в новом телевизионном проекте «Настоящее время». События, связанные с комедией интервью о планируемом покушении на лидера Северной Кореи, вполне могли бы сами лечь в основу новой ленты, драмы или даже триллера. Sony Pictures отозвали фильм из проката. Причина – крупнейшая сеть кинотеатров США заявила, что не будет его показывать в связи с угрозами в их адрес. Представители американской разведки пока неофициально подтверждают сообщение о причастности хакеров из Северной Кореи к недавнему взлому и утечке конфиденциальной информации Sony Pictures. Подробности в репортаже Дарьи Кутковой и Андрея Дегтярева. Компания Sony сообщила о хакерской атаке. Ответственность на себя взяла группа хакеров под названием GOP или «Хранители мира». В сети были размещены тысячи личных писем сотрудников компании. И пока большинство СМИ продолжают тиражировать желтые подробности утечки, такие как поведение знаменитостей, флирт внутри компании, тон топ-менеджеров, известный адвокат Дэвид Бойс обратил внимание на другое. От лица Sony Бойс написал открытое письмо к редакциям таких изданий, как New York Times, Wall Street Journal и Recode. На 3 страницах адвокат отмечает, что помимо сплетен в сеть попала весьма чувствительная информация, которая может нанести серьезный ущерб. Речь идет о частной финансовой информации, конфиденциальной переписке между адвокатами и клиентами, интеллектуальной собственности и секретах бизнеса. Но главным тезисом Дэвида Бойса стал призыв к журналистам впредь не печатать информацию, которая была добыта незаконным путем. Студия не дает согласия на владение, копирование, распространение, публикацию, загрузку на сайт, скачивание или использование украденной информации каким-либо образом, говорится в письме. В случае отказа редакции от сотрудничества адвокат предупредил, что у Sony не останется другого выбора, кроме как подать на них в суд и привлечь их к ответственности за любые потери, понесенные киностудией вследствие публикации украденных данных. Однако эксперты в области права напоминают о первой поправке Конституции США, которая гарантирует свободу прессы и печати. Это значит, что факт публикации, пусть и добытых незаконным путем документов, скорее всего, будет считаться законным. Причиной атаки на Sony мог стать ее комедийный фильм «Интервью». Это история о том, как 2 американских журналиста, завербованных ЦРУ, должны убить северокорейского лидера во время встречи в Пхеньяне. КНДР приравняла премьеру к войне, а официальный представитель страны обратился в ООН с протестным требованием запретить интервью как террористический фильм, оскорбляющий их лидера. Представители Sony Pictures сообщили, что студия изменит некоторые детали фильма. В связи с этим премьера была сначала перенесена, а позже отменена. В завершении программы немного праздничного настроения из Анаполиса, столица штата Мэриленд. Город расположен на берегу Чесапикского залива, и вот уже 32-й год подряд под Рождество там проходит парад лодок, украшенных праздничными огнями. Rushing, they've got some place to be. They're gonna share their Christmas thoughts with all their family. And I can hear those bells ringing. And don't you know it's time? The snow hasn't fallen, but I know it's Christmas time. На этом программа «Настоящее время» подошла к концу. Ее подготовили для вас «Голос Америки» из Вашингтона и «Радио Свобода» из Праги. Смотрите нас на сайте currenttime.tv, заходите на страницы наших социальных сетей. Сергей, до встречи завтра.
Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в социальных сетях и в эфире своих национальных телеканалов. Настоящее время вновь наступит уже завтра. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.